Здравствуйте, уважаемый жюри. Меня зовут Никулин Игорь, я ученик 9 класса Алтайской средней общеобразовательной школы Среднеколымского улуса села Аргахтах. Моя тема исследовательской работы — определение возраста мамонта по зубу, найденного в местности Абагатас в реке Алазия. Мои руководители — Никулина Вера Ивановна, Третьякова Маргарита Ивановна. Актуальность моей работы. Одними из самых довольно частыми находками на бассейне реки являются останки костей и зубов мамонта. Но при многочисленном количестве находок фрагментов зубов наблюдается отсутствие останков костей и скелета мамонта. Зубы являются легко узнаваемой частью скелета древнего животного. Зубы мамонта странные, увесистые, не похожие ни на что предметы. Говорят не только об огромном размере их вымерших обитателей, но и будет наш интерес к мамонтовой фауне данной местности. Гипотеза моей работы. Возраст мамонта определяют по зубам. Цель моей работы — определение возраста мамонта по зубам. Задачи работы. Первое — узнать об особенностях зубов мамонта. Второе — изучить литературу по выявлению возраста мамонта. Третье — определить по фрагменту зуба возраст мамонта. Объект моей работы. Фрагмент зуба мамонта. Предмет исследования. Мамонты. Метод исследования. Изучение, измерение, визуальный осмотр, анализ, поиск, сравнение, консультации специалиста и обобщение. Среднеколымский улус находится в северо-востоке Якутии, а село Аргахтах от районного центра находится в 140 километров севернее. Село Аргахтах стоит на берегу реки Лазея. Каждый год всей семьей мы ездим, наблюдаем за изменением нашей природы в любое время года. Прошлым летом мы ездили вверх по течению Абагатас. На берегу реки лежали кости мамонта, недалеко от костей наши осколки зубов и один целый зуб мамонта, похожий на терку. У меня возник интерес к мамонтовой фауне и этому зубу мамонта. Я назвал найденный мной зуб И1. И первая буква моего имени, первый мой найденный зуб. Мамонт имел с каждой стороны верхней и нижней челюсти по одному, но очень крупному коренному зубу. В течение жизни мамонта зубы меняли 6 раз. 3 первых считались молочными, а 3 последних коренными. Каждый зуб состоял из отдельных пластин, покрытых эмалью. Пластины скреплялись друг с другом прослойками зубного цемента. Индивидуальный возраст зуба определяет степень стертости его коронки. Гарут и Фаронов сложили для выражения коэффициента стертости коронки, если использовать цифровые показатели от 0 до 6. Изучив литературу зуба мамонта, я зафиксировал следующие данные и сравнил зуб мамонта И1 с ММ7943, найденного в окрестностях поселок Ханга возрастом около 5 лет. Ширина коронки, толщина эмали И1 приближается к максимальным значениям ММ7943. Число пластин близки к средним значениям. Степень стертости коронки И1 6. Сохранились лишь часть коронки в результате последующего стирания. Подобная степень стертости наблюдается у последних коренных зубах. Для достоверности мы проконсультировались с Максимом Чепрасовым, старшим научным сотрудником лаборатории Музей мамонта имени Лазерова при СУФУ имени Максима Кирилловича Амосова.
Мы выслали фото найденного зуба по WhatsApp. По его мнению, зуб мамонта нижней левой челюсти. Он это определил визуально по размеру зуба, количеству пластинок и отсутствию точки напора, так как смена зуба у мамонта горизонтальная. Последующий зуб выталкивает предыдущий, поэтому последний зуб ничто не толкает и конец зуба округлый. При сменах конец зуба плоский, так как в него упирается новый зуб. Вывод моей работы. Первый. Среди находок большую часть составляют останки зубной системы мамонтов. У мамонта, который принадлежал И1, всего во рту находилось в течение жизни 24 зуба. Для определения зубов необходимо сделать правильные замеры зубов и их описание. По каждому исследуемому зубу мамонта с помощью специальных таблиц, атласов, рисунков, схем и сделанных в ходе исследования замеров и описаний. Можно путем сравнения и сопоставления определить принадлежность зуба нижней или верхней челюстям, смену зубов, примерный возраст особи. Согласуя промеры и консультацию специалиста, определяем, что найденный зуб И1 в местности Абага-Таз на реке Лазее, принадлежащий мамонту, жил примерно в возрасте до 60 до 65 лет. Спасибо за просмотр.